Добрый день, друзья! Это передача «Имена Ингушетии». В этой передаче я буду рассказывать вам о самых известных ингушах, которые оставили свой след в становлении нашей республики. Меня зовут Гапур Дугаев. Поехали! Жанетта Зядикова-Хантыгова. Дочь царского полковника Ярыча Хантыгова, Жанетта училась в женской гимназии. Но на последнем курсе из-за революционных событий учебу пришлось оставить. Вернулась в родное село, стала учительницей в местной школе. Здесь и познакомилась со своим будущим мужем Идрисом Зядиковым. Она была не просто женой известного, почитаемого в Ингушетии человека. Она стала ему другом, единомышленником, разделила его революционные идеи. Вступила в комсомол. Ее выдвинули в женсовет на работу среди женщин-ингушек. После смерти отца в 21 году семья Жанетты переезжает во Владикавказ. Она вступает в партию, а в 23 году ее выдвигают в члены главсуда Горской ССР. До конца 20-х годов Жанетта работает в областном суде Ингушетии. А в 1930-м вместе с мужем их арестовали по обвинению в организации убийства секретаря Ингушского обкома партии Черноглаза. Через 2 года следствия и допросов ее освобождают из-под стражи. Вина не доказана. Что ж, надо жить дальше, учиться. Она еще молода, полна сил. Жанетта поступает в Московский институт востоковедения, а по окончании его работает старшим научным редактором турецкого языка в издательстве иностранных и национальных словарей. Нагрянул роковой 37-й, вспомнили старые дела. Жанетту вновь арестовали, так же, как ее мужа Идриса. Она томится в бутырской тюрьме. Только через 10 месяцев после ареста Жанетте предъявлено обвинение в том, что она, оказывается, является, как и ее муж, активным членом буржуазно-националистической организации, якобы созданной в 26 году и ставившей задачу отторжения от СССР, Чечни и Ингушетии и создания Северокавказской Федерации под протекторатом иностранного государства. Кроме того, она занимается шпионской вредительской деятельностью в пользу иностранных государств. Песня знакомая, но страшная. В конце 1939 года так называемое дело Идриса Зядикова было прекращено посмертно. За недоказанностью вины была освобождена из-под стражи и Жанетта. С неженским мужеством выдержала она все испытания, что выпали на ее долю. На бесчисленных допросах не сказала ни единого слова, которое могли бы использовать во вред мужу, никого не оговорила и не предала. Так и оставалась Жанетта врагом народа, пока не прозрело общество после головокружительного правления Сталина. Но хотя диктатора не стало, тень его все же мутила сознание. Жанетта Хантыгова знала истину еще в те роковые годы. Скромная и застенчивая горянка, при кажущейся хрупкости и незащищенности, в минуту суровых испытаний преображалась в мужественного, гордого и непреклонного борца. Жанетта никогда не оставалась сторонним наблюдателем, когда решалась судьба народа, а ингушам предстояли невероятные испытания. В годы депортации в Средней Азии Жанетта Зядикова сумела объединить вокруг себя лучших представителей ингушского народа – Базоркина, Яндиева, Зядикова. В 1956 году национальная интеллигенция, обеспокоенная тем, что сохраняется угроза образования ингушской автономии в Средней Азии, приняла решение организовать поездку в Москву и добиваться встречи с Хрущевым. Было составлено письмо и собраны подписи людей, желающих вернуться на родину. Подписалось 5000 человек. Кто мог из них, давал деньги делегатам на дорогу. В Москву отправились 14 ингушей и чеченцев из Киргизии и Казахстана. Представители интеллигенции, духовенства, рабочие, колхозники. В их числе была Жанетта Зядикова. Идрис Базоркин писал об этой нелегкой поездке. «Мы вынуждены были ждать 12 лет, ехать 1000 верст, чтобы войти и сказать: мы живые, и мы дошли до вас». Вместе с ними была сильная духом, уверенная в правоте народного дела Жанетта Ярычевна Зядикова. Никогда не забывавшая о тяжелой судьбе своего мужа Идриса Зядикова, Жанетта в 1956 году после 20-го съезда КПСС в письме в КПК при ЦК КПСС писала: «Идрису Зядикову была приписана организация убийства секретаря Ингушского обкома ВКПБ товарища Черноглаза. Неслыханное и неправдоподобное, лишенное всякой логики обвинения было с умыслом предъявлено не только моему мужу, но также и мне, а попутно были арестованы без всяких оснований работавшие вместе с мужем члены областного комитета и другие руководящие работники областного масштаба. Для антипартийной группировки оговор мужа и всех остальных товарищей был способом прийти к власти. Для бандитов-убийц это был способ спасти себе жизнь. Я и все другие областные работники-коммунисты по суду оправданы, а мой муж по этой же самой голословной клевете без всяких оснований приговорен к расстрелу». Обращение Жанетты возымело действие. Идрис Зядиков был оправдан в 1957 году за отсутствие в его действиях состава преступления, к сожалению, посмертно. Память об Идрисе Жанетта свято пронесла через всю свою жизнь и верила, что настанут времена, когда его имя вновь будет в почете как одного из лучших сыновей отчизны. После возвращения на родину Жанетта Ярычевна Зядикова работала директором Чечено-Ингушского краеведческого музея, внесла большой вклад в сохранение и развитие культурных ценностей войнахского народа. 28 марта 1982 года перестало биться сердце мужественной женщины, жены и друга основателя ингушской государственности Идриса Байсултановича Зядикова.
Люди любили Жанетту, с ней советовались, ее уважали, ей доверяли. Она обладала талантом организатора, с честью и достоинством сносила все жизненные тяготы. Жанетта была образованной, интеллигентной женщиной, с сильной личностью, образцом служения народу. Это была передача «Имена Ингушетии». Меня зовут Гапур Дугаев. До встречи на волне 102,4 FM.